Здравствуйте! Сегодня вы находитесь в гостях у Академии наук Республики Саха-Якутия. И сегодня мы представим вам работу отдела энциклопедистики Академии наук. Это портал, электронный портал «Энциклопедия Якутии». Данный проект разрабатывается в сотрудничестве с Национальной библиотекой Республики и компанией ДИТ-М из города Москвы. Также нашим партнером является сам Сбер. Если посмотреть на портал по электронному адресу, который вы видите у себя, то можно зайти на первую главную страницу. Сейчас я вам продемонстрирую QR-код, по которому вы можете зайти и посмотреть у себя в мобильных устройствах. Энциклопедия Якутии состоит из 61 подраздела и более 20 разделов. Подробнее о проекте вы можете прочитать в данном пункте о проекте. Когда вы заходите на статьи по буквам от А до Я, которых в нашем портале более 12 тысяч, вы можете увидеть перечень статей, которые есть. Например, на букву А. Смотрите перечень: алтанцы, молчановый и быков, археоциаты, аллукмас. Для того, чтобы посмотреть на статью, вы нажимаете на название статьи и попадаете на страницу с описанием текста. Кроме самого текста, который составлен ведущими учеными республики, действительными членами Академии наук Республики Саха-Якутия, вы также можете познакомиться с авторами статьи, нажать на них и посмотреть, кем они являются. Также вы можете посмотреть на иллюстрации, которые предоставлены на портале фотографами, иллюстраторами, художниками. Далее, следующая рубрика – это как раз-таки само направление деятельности нашего отдела. Это разделы, которые представлены в энциклопедии Якутии. Например, по географии. Когда нажимаете стрелку вниз, у вас появляются подрубрики: физическая география, гидрология, экономическая география, и сюда вошло административно-территориальное устройство республики. Когда вы хотите посмотреть статьи, вы нажимаете на лупу, и появляется опять перечень статей и сбоку иллюстрации, которые даны к статье. Кроме того, здесь вы можете посмотреть авторов статей. Тоже они даны в алфавитном порядке. Кроме всего материала, который представлен на портале, вы можете ознакомиться отдельно с библиографией. Это работа нашей библиотеки. Они вложили сюда по тематикам, а также по перечню статей литературу. Например, это представлены книги, которые были использованы в ходе работы над статьями для энциклопедии. Если у вас есть аккаунт в Национальной библиотеке электронного портала, то вы можете прочитать, нажав на соответствующую кнопку. Далее, интересно для читателей, для школьников и вообще всех, кто интересуется историей Якутии, отдельно хочется рассказать об эксперте Якутии, который представлен на главной странице. При нажатии на эксперта Якутии у вас появится встроенная система с искусственным интеллектом, разработанная в сотрудничестве с Национальной библиотекой и со Сбером. Здесь вы можете ввести вопрос. Для вас я подготовила заготовку, например: расскажи об Академии наук Республики Саха-Якутия. На что наш эксперт Якутии рассказал: Академия наук – это региональная академия наук Республики, основана в 1993 году. В настоящее время в составе Академии 52 члена, из них 46 действительных членов и 6 член-корреспондентов. То есть подобная информация, она основана именно на верифицированном, сертифицированном знании. Эксперт Якутии ссылается на энциклопедию Якутии Сафронова, которая вышла в 2 томах, энциклопедический словарь Якутии и многие другие издания, которые есть в базе библиотеки и являются справочными изданиями нашей республики. Если посмотреть на всю страницу нашего портала, можно опуститься вниз и ознакомиться с выбором читателей. Что это значит? А это значит, что
интересует наших читателей, какие статьи они читали в последние дни, например, да? Также здесь размещены новые статьи. Дело в том, что электронный портал постоянно пополняется новыми статьями и иллюстрациями, и здесь вот дан перечень тех статей, которые являются новыми для данного портала. Следующее, что можно посмотреть даже с фотографиями, это наши уважаемые авторы. Хочется отметить, что энциклопедию Якутии составляют ведущие ученые нашей республики, которые всю свою трудовую жизнь занимались наукой. Поэтому наш источник является верифицированным, сертифицированным электронным изданием. Среди авторов представлены также наши действительные члены Академии наук Республики Саха-Якутия. Это доктор исторических наук Боякова Сардана Ильинична и доктор медицинских наук Винокуров Михаил Михайлович. Кроме того, на портале для интересующихся есть отдельная вкладка «Это научное волонтерство», где каждый из вас может присоединиться к работе нашего отдела энциклопедистики Академии. Когда вы нажимаете на научное волонтерство, вы попадаете на страницу, где указываете свои выходные данные, чем вы хотите помочь нашему отделу. Например, у вас есть иллюстрации красивой природы вашего края, либо информация или фотография о известном уроженце вашего села Улуса. Тогда мы рады будем принять ее и рассмотреть вместе с научно-редакционным советом о включении иллюстрации или информации в энциклопедическую статью. Практической пользой от электронного портала «Энциклопедия Якутии» является применение текстов энциклопедических статей в научных докладах, в исследовательских работах школьников. Также учителя также могут обращаться к порталу и готовить свои статьи. В целом, энциклопедия Якутии как электронный портал является, в общем, популяризатором якутской науки и региональных знаний о нашем крае. Электронный портал является очень быстрым и доступным инструментом для работы с научной литературой. Например, вы можете посмотреть статьи о биологии, если, допустим, вам дано задание написать сообщение, реферат, возможно, выпускную квалификационную работу, связанную с нашим регионом. Тогда вы набираете именно в рубриках или в статьях по алфавиту, что вас интересует, и выйдет перечень статей. Здесь, кроме того, что вы прочитаете саму статью, вы можете использовать источники, которые здесь представлены. И, как я говорила ранее, данные книги можно прочитать на портале Национальной библиотеки и сделать себе конспект издания. Кстати говоря, электронный портал Национальной библиотеки позволяет сделать конспектирование основного текста издания, которое вы читаете. Хочется отметить, что Академия наук Республики Саха-Якутия активно популяризирует науку через мероприятия, ориентированные для детей. Например, мы сотрудничаем с движением первых, с региональным отделением, в рамках которого мы провели ряд лекций, записали видеолекции, в том числе для 5000 школьников. Также Академия наук активно рассказывает лекции на таких республиканских крупных мероприятиях, как фестиваль науки, в гостях у ученого, отдельно школы приглашают наших академиков. В целом популяризация ведется именно по региональному материалу и российской науке в целом.